в окончательных решениях мы все-таки определились, что государственное участие компании должно сохраняться. Эту позицию мы отстояли. Но для того, чтобы прежде всего определиться с точки зрения оценки самой компании, мы допускаем со стороны Республики Саха-Якутия, сохраняя блокирующий пакет, реализовать до 7% акций. И мы это потребовали, чтобы паритетно разрешить продажи правительственной федеральной доли 7%. К чему, к такому консенсусу мы пришли к концу прошлого года. При предварительных переговорах с нашей стороны поставлены следующие условия. Первое. Мы, учитывая постановку вопроса перед президентом Российской Федерации, председателем правительства, поставили, что 7% федеральной доли после продажи должны направляться на решение социальных проблем республики. То есть все 14%, первое это условие было поставлено, все направляется в республику. Да, мы сегодня ставим задачу о том, чтобы все эти деньги были направлены прежде всего на решение устранения ветхого аварийного жилья в республике, решение коммунальных проблем. Второе. В связи с тем, что сегодня, когда передается в соответствии с требованием закона непрофильные активы компании, муниципальную собственность, в республиканскую собственность, для того, чтобы облегчить нагрузку компании, идет работа их передачи, соответственно, с этими передачами переходят и определенные убытки. Цена вопроса составляет примерно 7,5 миллиардов рублей. И мы поставили перед федеральным правительством, частично это убытки должны погашаться за счет федерального бюджета. Это было второе условие. И третье условие. Мы говорили, что когда 14% будет продаваться, мы требовали, что это должно продаваться на территории Российской Федерации, Московской биржи. И с одним условием. Когда будет проводиться продажа 14%, чтобы это 14% не должны попасть стратегическим инвесторам. То есть они должны продаваться в рассыпную всем желающим участвовать в нашей компании, то есть мелкими партиями, мелкими порциями, меньше 0,5%, ну, максимум меньше 1%. Чтобы потом не получилось в совокупности какой-то акционер, участник, стратегический инвестор, который повлиял бы на деятельность компании. Вот с этими условиями сегодня продолжаются эти переговоры. Поэтому это в интересах всей нашей Якутии. Поэтому процесс приватизации 7 плюс 7% идет в достаточно сложных условиях. И этот вопрос постоянно будоражится, постоянно обостряется, окончательное решение еще до конца не принято. Работа продолжается.